Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Дмитрий Вольвич и Кристина Озган посетили Государственную кадастровую палату республики. Силами столичной администрации ведутся работы по бетонированию дворовых дорожек по улице Цицария. В Сухуми открылся второй Абхазский форум молодых ученых. В детском доме творчества «Айнар» открылась выставка под названием «Учитель-ученик». Замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвич и вице-премьер-министр экономики Абхазии Кристина Озган посетили Государственную кадастровую палату республики. Директор палаты Тимур Сангуля продемонстрировал работу автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости, сообщает пресс-служба Министерства экономики. Работа по созданию кадастра недвижимости началась в 2010 году и проводилась за счет инвестпрограммы. За это время создали спутниковую геодезическую сеть, разработали нормативную базу, провели аэрофотосъемку и воздушное лазерное сканирование для цифровой карты. Отремонтировали помещение палаты и закупили оборудование. Сейчас система готова к промышленной эксплуатации и начнет работать после принятия закона о кадастре недвижимости, принятого в первом чтении. В первом полугодии текущего года товарооборот между Россией и Абхазией составил более 16 миллиардов рублей. Со строительством терминала в Ачимчирском порту этот показатель значительно увеличится, сказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвич после посещения площадки строительства припортового контейнерного терминала в Ачимчирском порту. Об этом сообщает сайт Минэкономразвития России. Дмитрий Вольвич также оценил как эффективную работу Абхазии по наращиванию собственных доходов с 6,5 миллиарда рублей в 2021 году до 9 миллиардов 820 миллионов рублей в прошлом году. С учетом стабильной динамики роста собственных доходов за предыдущий трехлетний период прогнозируем рост собственных доходов бюджета в республику до 12 миллиардов 600 миллионов рублей к 2025 году. Это порядка 1 миллиарда 900 миллионов ежегодно, отметил Дмитрий Вольвич в ходе встречи с премьер-министром Абхазии Александром Ангва. Замминистра уделил особое внимание положительному эффекту от мероприятий по развитию двустороннего сотрудничества в социально-экономической сфере, реализованных в текущем году. Подчеркнул важность решения вопросов в сфере энергетики и необходимость совместной работы по достижению показателей государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2024 годы. Гуманитарный груз, доставленный из Абхазии в Курскую область, передан представителям этого российского региона. 30 тонн продовольствия, бутилированной воды и средств личной гигиены собрали частные юридические лица, а также благотворительные организации республики в помощь жителям Курской области, пострадавшим от нападения украинских вооруженных формирований. Глава МЧС Абхазии Лев Квициня, сопровождавший гуманитарный груз, встретился с представителями руководства области, в частности с заместителем председателя правительства области Михаилом Горбуновым, который передал искреннюю благодарность гражданам и руководству Абхазии от имени губернатора Курской области Алексея Смирнова и жителей региона. На встрече рассматривались вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере. Обсуждалась возможность организации отдыха и реабилитации детей Курской области в Абхазии. Министр внутренних дел Роберт Киут провел встречу с руководителями следственных подразделений, которые прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, а также практическую стажировку в Следственном департаменте МВД России. Подробности в репортаже пресс-службы ведомства.
Министр внутренних дел Роберт Кют принял руководителей следственных подразделений ведомства, которые успешно окончили высшие академические курсы по программе повышения квалификации. Данное мероприятие это проводится у нас впервые, когда наши сотрудники следственных органов имеют возможность получить практический опыт на месте, обменяться знаниями, ну и, соответственно, ознакомиться с тем, как в настоящее время на практике ведутся дела. Считаю, что это очень хорошая, перспективная, так скажем, задача, которая была выполнена. Ее необходимо будет продолжить. И, соответственно, хотелось бы услышать о тех процессах, с чем мы имели возможность ознакомиться. Следователи МВД Абхазии прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации для руководящего состава следственных подразделений по теме «Организация деятельности органов предварительного следствия», о чем доложила заместитель министра, начальник следственного управления МВД Элеонора Карагозян. Для органов предварительного следствия произошло важное событие. Впервые сотрудник следственного подразделения, старший следователь по особо важным делам Следственного управления МВД Республики Абхазия, подполковник милиции Касланзе Астанда, прошла стажировку в практикующем подразделении в Следственном департаменте МВД России. Я отдельно выражаю вам благодарность за то, что поддержали инициативу Следственного управления и в соответствии со статьей 3 соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством внутренних дел Республики Абхазия, руководителями обоих ведомств был согласован вопрос о прохождении стажировок на столь высоком уровне. Проведение указанных стажировок, считаю, несомненно, повлияет на качество предварительного следствия, на повышение уровня профессиональной деятельности сотрудников следственных подразделений. В этой связи считаю необходимым данные практические выезды продолжить на постоянной основе. И также у нас произошло немаловажное событие. Молодые руководители, заместитель начальника следственного отдела УВД по городу Сухум Дженни Эльвира, заместитель начальника следственного отдела УВД по Гагринскому району Кварацхеля Элеонора и начальник следственной группы ОВД по Галскому району Джилли Альвина прошли курсы повышения квалификации для руководящего состава следственных подразделений в Москве в Академии управления МВД России. Я думаю, что более подробно об имеющихся результатах они доложат лично. Все, что сегодня связано с правоохранительной системой, особенно, как говорится, с следственными органами, это всегда нужно. Потому что ваша работа, она очень тонкая, она очень нужная, она очень всегда востребованная. И от того, как следователь сегодня выставит приоритеты, то, как он правильно задаст вопросы, либо, как говорится, определить вообще в целом характер преступления, от того и будет зависеть результат. В Следственном департаменте МВД Российской Федерации я была ознакомлена с правоприменительной практикой расследования преступлений, совершенных организованными группами в сфере незаконного оборота наркотических средств и информационно-телекоммуникационных технологий. Мне была предоставлена возможность сравнить и проанализировать работу следственных органов МВД Республики Абхазия и Российской Федерации. Надеюсь, полученный опыт я смогу реализовать здесь на практике. Ну, это хорошо. Обязательно реализуйте на практике, потому что по-другому не должно быть. Все, что мы делаем сегодня, это делается для того, чтобы улучшить нашу работу. Наверное, выслушаем наш молодой, перспективный руководящий состав, который прошел определенную теоретическую подготовку. И если вы на них надеетесь, я думаю, что они обязательно должны оправдать ваши надежды. Товарищ министр, значит, программа повышения квалификации включала в себя теоретические курсы по общим дисциплинам в части организации управления в правоохранительной сфере, организации ведомственного контроля в деятельности территориальных органов внутренних дел, организации процессуального и ведомственного контроля
непосредственно в деятельности органов предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел. Также следователи МВД Абхазии освоили принцип организационно-методического обеспечения расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, экономической направленности и преступлений, совершенных с использованием информационных технологий и телекоммуникаций, методики использования информационных технологий в деятельности руководителя органа предварительного следствия, организации предупредительно-профилактической работы и многими другими специфическими профессиональными навыками. Мы нацелены на, как я и говорил, на совершенство нашей работы. Благодаря вашей практике я уверен, что следственные органы будут переходить на более качественный уровень своей работы. Роберт Кют поблагодарил следователей за ответственный подход к повышению профессионального уровня и отметил, что ведомство будет наращивать технико-криминалистическое обеспечение для расследования отдельных видов преступлений. Министр здравоохранения Эдуард Будба посетил ЦРБ Гулрыбша, Очимчиры, Ткорчала, Гала, а также Центральный военный госпиталь Министерства обороны. Продолжается объезд лечебных учреждений в плане готовности к зимнему сезону. Сегодня посетили Гулрыбскую ЦРБ, военный госпиталь, посмотрели в плане дизель-генератора. Дизель-генератор небольшой мощности есть в лечебном учреждении, питает приемное отделение, питает операционный блок. Переговорили с главным врачом, с начальником госпиталя. Значит, все экстренные пациенты, которые поступают в госпиталь, в Гулрыбскую ЦРБ, они, если нужно им оказывать помощь, значит, в приемном отделении и в экстренных службах дизель-генератор запитан. Далее приехали в Очимчирскую центральную районную больницу, посмотрели готовность также к зимнему периоду. Дизель-генератор в исправном состоянии, определенные резервы присутствуют. Также пообщались с Мадонной Корбеевной. Есть определенные сложности с лекарственным обеспечением для экстренных пациентов. Сегодня в оперативном порядке после возвращения проведем совещание в плане обеспечения. Будем изыскивать финансирование для того, чтобы обеспечить экстренных пациентов, которые нуждаются в такой помощи для Очимчирской центральной районной больницы. Есть другие текущие вопросы, которые мы переговорили с главным врачом, переговорили и с главой администрации. Далее мы направились в город Гал, Галскую ЦРБ, посмотрели также готовность к зимнему сезону. Дизель-генератор большой мощности исправлен, технически обслужен, резерв топлива присутствует. Также посмотрели ремонтные работы, которые не так давно были завершены на территории ряда помещений территориально, которые принадлежат ЦРБ. Далее переговорили о текущих вопросах, которые на сегодняшний день стоят в Галском районе остро. И есть понимание, как их решать. Следующее, куда мы приехали, это Творчальская центральная районная больница. Посмотрели дизель-генератор. Дизель-генератор в исправном состоянии, технически обслужен. 800 литров емкости объема дизеля находится в резервуарах. Также технически исправлен, все расходные элементы заменены. Переговорили о транспортных средствах. Есть сложности с транспортным обеспечением. 2 машины находятся, технически исправные, находятся на ходу. «Газель» находится в ремонте. Очень большую нагрузку получили автотранспортные средства района во время пандемии коронавирусной инфекции. Очень большой объем километража пройден, поэтому требуется по большому счету и обновление автопарка в центральной районной больнице города Тхорчал. Новая страница в научной жизни страны. В Сухуми открылся 2-й Абхазский форум молодых ученых. В рамках мероприятия будут представлены работы молодых ученых в сфере гуманитарных, социальных, общественных, физико-математических и медико-биологических наук. Мероприятие продлится до 25 октября и будет проводиться регулярно раз в 2 года. Материалы прошлого форума, прошедшего в 2022 году, уже изданы и презентованы. С подробностями Гугут Савардания.
Исследовательская работа участников второго научного молодежного форума Никиты Гуланзе посвящена инвазивным видам насекомых, простыми словами, сельхозвредителям, распространенным в Абхазии. По словам ученого, ситуацию с растениями, пораженными пальмовым долгоносиком или огневкой, необходимо мониторить. Если вовремя начать лечение, согласно исследованиям и практике, то растение обязательно выздоровеет, как, например, пальмы в Новом Афоне. Мы даже очень удручающее состояние пальмы в Афоне было, и мы ежегодными по 2 раза проливали пальмы, и они реально восстановились. Самое главное, чтобы не была уничтожена точка роста. Именно в сухой ситуации по пальмовому долгоносику очень хорошая, так как у нас и проводятся и обработки, и мы сами мониторим ситуацию, но мы не можем сказать того, что самое о гагре, где их огромное количество. Как отметил ученый в своем исследовании, на территории Абхазии около 10 основных видов сельхозвредителей, но в сопредельных государствах их в разы больше, и появление новых видов вредоносных насекомых в республике неминуемо. Поэтому важно следить за этим процессом и предпринимать меры. Ученый вместе с коллегами спасает пораженные растения. Согласно данным и мониторингу, пальмы в Синопском парке тоже нуждаются в лечении. Там, к сожалению, каждое дерево повреждено либо пальмовым долгоносиком, либо пальмовым мотыльком. И насколько это будет выполняться наша рекомендация по излечению пальм, этого мы уже не знаем. Которые там на той территории, конечно, да. Вот такие интересные и полезные исследования и работы представляют молодые ученые в рамках второго молодежного форума, который уже стал доброй традицией. Это новая страница в научной жизни страны, которая объединила 7 академических институтов и Абхазский госуниверситет. Впервые подобное мероприятие прошло в 2022 году и было приурочено к 25-летию Академии наук Абхазии. После президиум АНА принял решение проводить научный молодежный форум раз в 2 года. В 2024-м он открылся 24 октября. С напутственными словами к молодым ученым обратился президент Академии наук Зураб Джапуа. Государство абхазское нуждается в вашей интеллектуальной поддержке. Оно способно развиваться только на основе новых знаний, открываемых и создаваемых вами. Доктор физико-математических наук Энвар Бекба подчеркнул, что в Академии наук Абхазии требования к аспирантам и их приему стали намного жестче. Тех аспирантов, которые недобросовестно учатся, отчисляют. В то же время исследования и достижения многих молодых ученых, особенно научные работы в области природы Абхазии, радуют. Каждая из этих работ, они имеют практические выходы, могут быть рекомендованы для внедрения в народное хозяйство и приносить существенный экономический эффект. В Академии наук, благодаря стараниям Президиума Академии наук, членов Академии наук, произошли существенные сдвиги в отношении молодых ученых, специалистов. Вот недавно создали Совет молодых ученых при Президиуме Академии наук, и параллельно был создан Совет молодых ученых при администрации, при президенте нашей страны. Это говорит о том серьезном внимании, которое придает научной деятельности молодых как Академии наук, так и руководство нашего государства. Работа форума проходит одновременно в нескольких секциях. Это секции физико-математической науки и медико-биологической, а также гуманитарной, социальной и общественной. Моя диссертационная работа входит в состав педагогических наук, в отрасль педагогических наук. Тема моя называется «Внутривузовский стандарт содержания образования». Вообще конструктор рабочей программы учебной дисциплины. Выбрала я данную тему, потому что она затрагивает всю систему высшего образования, непосредственно конструирование рабочих программ. Также была в рамках моей диссертационной работы разработана специальная программа «Преподаватель высшей школы». Эта тема довольно-таки актуальна на сегодняшний день в свете того, что в России берут обороты федеральные государственные образовательные стандарты, и наш Абхазский госуниверситет находится в едином образовательном пространстве с Российской Федерацией, и поэтому эта проблема очень актуальна для нас на сегодняшний день. Также представлены исследования, посвященные абхазской литературе, Черному морю, лесам Абхазии и другим интересным темам. Второй научный молодежный форум завершится 25 октября. Гугуца Вардания, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение.
Силами столичной администрации ведутся работы по бетонированию дворовых дорожек по улице Дзидзаря. Алика Трапш расскажет детали. Дворовые дорожки по улице Дзидзаря уже много лет были в удручающем состоянии. Жители домов номер 22 и 24 во время ливневых дождей испытывали крайние неудобства. Зайти в подъезды домов было практически невозможно. Дворы домов затапливало, вследствие чего вода заходила в подъезды и подвалы. И вот силами столичной администрации начались работы по устранению давней проблемы. По поручению главы администрации Беслана Федоровича управлением Горстройпроект была составлена проектно-сметная документация на благоустройство дворовой территории, бетонирование и ливневого приемника и отвода ливневых стоков, дождевых стоков, центральную ливневку. Проектно-сметная стоимость всех работ составляет более 5,5 миллионов рублей. На данном этапе залили бетон перед домом номер 24 и сделали открытый ливневый приемник. Подготовительные работы ведутся и в другой части двора. Всего планируется забетонировать 1600 квадратных метров. Подрядная организация уже провела работы по демонтажу и вывозу старого битого бетона, асфальта. Подготовили саму площадку под заливку и ждут бетонные узлы, которые должны поставить бетон. В течение месяца планируют завершить работы. У них по договору отведено 2 месяца на завершение всех работ. Жители домов номер 22 и 24 по улице Дзидзаря выражают благодарность за решение их вопроса. Стоит отметить, что в Сухуми еще немало домов с подобными проблемами. Столичная администрация реагирует на все обращения горожан по мере их возможностей. Алика Трапш, Раму Камки, Абхазское телевидение. Абхазские школьники заняли призовые места на международной олимпиаде по экологии в Сириусе, которая проходила на федеральной территории с 21 октября. Сухумчанка София Оторба и житель Гагры Астамур Джаконя стали победителями индивидуального тура и получили бронзовые медали, сообщает Минпросвещение Абхазии. Остальные участники сборной получили сертификаты. В детском доме творчества «Айнар» открылась выставка под названием «Учитель-ученик». Это совместная экспозиция Дома творчества «Айнар» и детской художественной школы города Липецка. Выставка проводится уже в 11-й раз. В загадочный мир детской фантазии окунулась Лаура Капш. Дети должны жить в мире красоты, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества. Эта цитата принадлежит советскому педагогу-новатору Василию Сухомлинскому. В действительности мир ребенка ярок, красочен и полон неизведанного. В детских рисунках можно прочитать мысли ребенка, его переживания и чувства. Таинственный остров, осенний урожай, прекрасные лилии, водный мир. А это хитрый лисенок, а вот семья на прогулке. А еще есть множество разных цветов и размеров: кошки, собаки, курочки и петухи. И все это неподражаемая детская фантазия, вернее то, что нашло отражение в красках и с помощью их же мастерства. 7-летняя Даниэла Куртаглы изобразила таинственный лес, а также лесную жительницу сову. Юная художница уже год как является ученицей Центра детского творчества «Айнар». Я нарисовала лес, сову. А почему ты решила именно сову нарисовать? Ну, мне нравится. А что ты еще рисуешь? Натюрморты, здания. Самый твой первый рисунок это какой? Ну, первый я нарисовала домик. А самый любимый рисунок какой? Который сегодня тут.
Выставка «Учитель-ученик» – это совместная выставка Центра детского творчества «Айнар» и детской художественной школы города Липецка, которая проходит уже в 11-й раз. Здесь представлено около 100 работ юных художников. Международный творческий проект «Арт-палитра» был создан для того, чтобы укрепить дружбу, обмениваться опытом, а самое главное, чтобы дети могли, переняв знания, вобрать в себя вкус к творчеству. Мы не пропускаем ни одного года. Либо мы делаем в конце, в октябре месяце, либо здесь, либо там, в городе Липецке. У них в художественной школе, где обучается более 600 детишек, только в одной художественной школе. У них есть и прекрасный выставочный зал, мы выезжаем туда со своими работами, а там совместные выставки, так же, как сегодня здесь, проводим и проводили много раз. Более того, педагоги Липецкой художественной школы у нас проводят мастер-классы. Мы тоже едем в Липецк вместе с детишками и даже с педагогами, бывает, мы проводим мастер-классы. Для чего этот проект был создан 11 лет назад? Для того, чтобы мы с вами дружили и дальше, еще много лет. Не только взрослые, но и дети. Своим творчеством дети показывают свое доброе отношение к миру. И мир, он един, независимо от того, что мы разговариваем с вами на разном языке. И это очень приятно. В нашей выставке представлены работы, связанные именно с композициями различных тематик. Здесь натюрморты, здесь сюжетные композиции, здесь пейзажи. Также есть иллюстрации к литературным произведениям. Вы знаете, этот проект возник 11 лет назад от того, что я когда-то приехала сюда с группой ребят, 15 человек. Мы познакомились с Виталием Янковичем, встретились в этом зале, и он как-то очень спонтанно предложил: а давайте мы сделаем выставку. И мы буквально за ночь поехали, где мы жили в отеле, с ребятами сделали за ночь выставку, оформили работы, приехали с утра и быстро-быстро вставили уже в готовые паспорту, рамы. Нас радушно встретил этот зал, и мы открыли эту выставку. На выставку пришли воспитанники Дома творчества «Айнар», их родители, а также любители творчества. Эта выставка – традиция длиною в 11 лет. Работы юных художников будут здесь выставлены в течение месяца. Лаура Капш, Рамо Камке, Абхазское телевидение. С 25 по 27 октября в Сухуми пройдет яркое спортивное мероприятие «Сухум-марафон». В нем примут участие почти 1000 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана. 26 октября состоятся детские забеги на различные дистанции, а 27 октября к марафону присоединятся взрослые. В связи с ограничениями движения в городе Сухум МВД Абхазии обращается к жителям и гостям столицы с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте в центре города в воскресенье 27 октября. С 7 утра до 16 часов будут перекрыты проспект Мира и улица Имама Шамиля, частично улицы Адлиба, Лакоба, Акиртава. По окончанию марафона все ограничения будут сняты. В пресс-центре информагентства «Спутник Абхазии» организаторы марафона рассказали подробности соревнования. Репортаж Адисы Сагария. Совместными усилиями двух стран на протяжении 1,5 лет для реализации проекта «Сухумский марафон» была проведена колоссальная работа. Открывая пресс-конференцию, министр спорта Абхазии Тараш Хагба отметил важность проведения Сухумского марафона в республике. Он рассказал о работе Госкомитета по организации данного мероприятия. В этом году я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы празднуем 100-летие нашей легкой атлетики Республики Абхазии. И, безусловно, к этому большому празднику, не менее большой праздник нас ожидает совсем скоро. Это Сухум-марафон. Для нас спорт, непосредственно для Госкомспорта, это является развитием данного направления. В этом направлении мы испытываем проблемы, но с помощью таких ярких больших событий мы надеемся, что непосредственно легкая атлетика будет развиваться у нас в стране. Марафон здорового и активного образа жизни вызвал большой ажиотаж и бурю эмоций среди спортивной общественности разных стран. О том, кто примет участие в грандиозном спортивном состязании, об условиях регистрации участников, рассказала генеральный директор компании «Беговая история» Анастасия Мачульская. Большое количество участников из России. Это примерно около 600 человек из Казахстана, Кыргызстана,
Беларуси. И местных участников из Абхазии около 150 человек, плюс еще дети. С завтрашнего дня начнется приезд гостей, ожидаем. Потихоньку гости будут прибывать. 25-го у нас пройдет выдача стартовых номеров и также регистрация новых участников. Все желающие, кто не успел зарегистрироваться на официальном сайте, завтра смогут прийти с 11 до 20:00 и в субботу с 10 до 19:00 зарегистрироваться, принять участие. Но единственное, важно, необходимо иметь медицинскую справку для участия в забеге на любую дистанцию. Первая в Абхазии беговая история стартует в эти выходные. По словам организаторов, участники мероприятия с трепетом ждут старта. Все жители столицы, желающие окунуться в мультиграндиозный праздник спорта, имеют возможность вживую наблюдать соревнования. Также мы хотим попросить всех жителей города по возможности поприветствовать и поддержать наших участников. Для вас это также праздник, и для бегунов им нужна ваша поддержка на дистанциях. Медали для участников Сухумского марафона были изготовлены в Китае задолго до мероприятия. Дизайн медалей организаторы держат в секрете, но обещают, что это станет сюрпризом для участников. Конечно, она будет с символикой Абхазии в традиционных исполнениях, но с международными стандартами, поэтому будет очень красивая медаль. Ради нее точно стоит прийти и привести детей на 5 километров и поучаствовать в детской дистанции. Организаторами мероприятия были проведены замеры беговой трассы. Оказалось, что сама ландшафтная местность идеально подходит марафонцам. В Сухуме самая плоская трасса из всех – это высоту до 70 метров набор высоты. Мы ее измеряли летом, то есть есть подтвержденные документы. Чем она хороша, то есть бегуны, приезжая, могут поставить свои личные рекорды, потому что они не тратят свое время на то, что и не снижают скорость и не забираются на какие-то горки, которые нужно преодолеть. В эти дни Сухум откроет свои радушные гостеприимные врата всем участникам и, конечно же, гостям столицы. Посетителей ждет также фестивальная ярмарка местных производителей. А при поддержке Министерства культуры и Управления культуры столичной администрации будет организована концертная программа. На мой взгляд, Сухумский марафон – это не просто отдельное событие спортивного характера, это еще и очень важный фактор в событийном туризме, скажем. Если он, дай бог, станет ежегодным, то он сможет стать точкой такой притяжения большого количества спортсменов, туристов, которые будут приезжать. Мы долго думали о том, какую программу сделать, и мы приняли решение, что хотелось бы, чтобы спортсмены также имели возможность познакомиться с каким-то абхазским традиционным видом спорта, и пригласили Федерацию по лучной стрельбе организовать открытые мастер-классы в течение 2 дней. У гостей, участников фестиваля будет возможность также, помимо того, чтобы пробежать, попробовать вино, попробовать абхазскую кухню, также пострелять из лука, сделать различные там. Для детей будет предусмотрен мастер-класс по изготовлению аджиндюх и концертная программа, конечно же. Сухум-марафон – настоящий праздник, позволяющий продемонстрировать свои таланты и испытать силы на главной набережной столицы. 27 октября состоятся забеги взрослых участников марафона на дистанции 42,2 километра и 5 километров. В связи с этим будет ограничение движения транспорта на некоторых улицах Сухума. Будем делать все, чтобы на Лакоба и на проспект Мира автомобили не заезжали. Те, кто живут ниже улицы проспект Мира и Лакоба, у них будет возможность по улице Кугония там проехать и выехать, если надо куда-то, и, соответственно, заехать. Для транспорта грузового и для общественного транспорта большого, который не сможет по улице Кирова подняться, например, или проехать по улице, где вот АГТРК, например, сверху, для них специально выделят от улицы Джонова, нет, от улицы Леона и от улицы Имама Шамиля верхнюю часть, там 1/3 от улицы Лакоба, чтобы они могли выехать там в сторону, скажем, Очимчиры поехать. В связи с введенными ограничениями организаторы мероприятия обращаются к жителям страны с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте в центре Сухума 27 октября. Адиса Сагари, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, в пятницу, 26 октября, в Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды. Местами возможен дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем плюс 13-18 градусов. Температура морской воды плюс 20.
На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.